Одним из самых острых моментов прошедшего заседания Координационного штаба стало выступление премьер-министра Александра Анкваб, в котором он отметил, что несмотря на благополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, государственная граница по-прежнему должна оставаться закрытой. Несомненно одно – граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами. Новость о том, что граница будет закрыта еще как минимум месяц, вызвала неоднозначную реакцию многих наших граждан. В абхазском сегменте интернета появились обсуждения с комментариями некоторых возмущенных пользователей, требующих открыть границу и впустить в республику туристов. Наша съемочная группа решила услышать мнение граждан столицы. Как оказалось, большинство опрошенных считает, что дальнейшее закрытие границы пагубно скажется на экономике страны. Наблюдается как более положительная динамика, уменьшается количество зараженных, то, наверное, можно открыть границу. Просто сейчас же лето, и многие от этого зависят, у многих там бизнес только на этом завязан, многие ждут этого, и я думаю, все-таки стоит открыть, если будет наблюдаться уменьшение количества зараженных. А если продлится карантин, то, естественно, закрытой оставлять. Мы можем рассмотреть их практику и в соответствии с этим как-то частично уже открывать границу, потому что для Абхазии, для страны, в которой основной оборот и вся денежная масса, большая часть появляется благодаря туристическому сезону, то очень многие граждане зависимы от этого, поэтому нам нужно, чтобы экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Для этого я думаю, что открытие границы необходимо. Представители старшего поколения в основном согласились с принятыми мерами и в целом считают их оправданными. Дело в том, что все-таки это чревато. Пока еще больные коронавирусом пока у нас есть. И везде за границей, везде закрытый, допустим, выезд наших граждан. У нас есть опаска, что все ринутся в Абхазию. С другой стороны, если бы не коронавирус, это нам на руку. Но все же есть какая-то опасность, что может что-то нам занесут. Горожане затронули и другие карантинные ограничения по республике, в частности, продолжительное закрытие дошкольных учреждений. Я, как родитель дошкольника, за то, чтобы сняты были и другие ограничения, в частности, чтобы наконец заработали детские сады. Так как очень сложно в условиях Абхазии организовать ребенку досуг. А тем более сейчас, когда закрыты все образовательные, учебные и любые другие заведения для детей. Среди опрошенных были и те, кто высказал категорическое несогласие с дальнейшим закрытием госграницы и, более того, не верит в опасность коронавирусной инфекции. Я, например, не могу свою маму вывести, чтобы она получила пенсию. Не могу тетю вывести на лечение. Нужно какие-то документы, какие-то это неправильно. Почему в Сочи, Краснодар, Ставрополь, в Ростове гостиницы все открыты, курортный сезон, а мы не можем? Чем мы хуже России? Чем? У нас и воздух чище, и набережная хорошая, и люди хорошие. Что за ограничения такие? Да, мы соблюдали. Что я очень благодарна народу, мы, правда, соблюдали этот коронавирус. Хотя я не знаю, это, по-моему, какой-то бред. Противоположное мнение высказал другой житель города, который считает, что данный вопрос должен решаться исключительно медиками. Должны принимать решения специалисты, наши медики, наши врачи. Они знают, есть опасность. Нас как-то Бог миловал, здесь пандемия нас мимо обошла. Был один, к сожалению, смертельный случай, Царствие Небесное. Несколько у нас больных, они проходят лечение. И я, насколько понимаю, у нас так все это спокойно проходит только потому, что у нас была закрыта граница. Как бы я понимаю, что людям нужно заработать, их желание, чтобы границу открыли, очень тяжело, вопросы сложно решаются. Но склоняюсь к тому, что, наверное, все-таки лучше, если она будет закрыта.
А тем временем пандемия пока не отступает. В соседних с Абхазией регионах продолжают фиксировать новые случаи заболевания. В Краснодарском крае всего зафиксировано 4735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых погибло 47 человек. Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 умерло в Дагестане – 309 человек с начала пандемии. Далее следуют Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. В некоторых из этих регионах, так же как и в Абхазии, не верили в опасность, которую несет коронавирус. Но последняя информация из Карачаево-Черкесии пугает и заставляет задуматься. Как пишут многие интернет-пользователи, в этой республике коронавирусом болеют целые семьи. Медики не успевают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Поэтому, несмотря на достаточно спокойную санитарно-эпидемиологическую обстановку, гражданам Абхазии все же не стоит расслабляться и пренебрегать мерами безопасности. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.